Здравствуйте! Как вы уже знаете, мы 7 сентября прибыли на теплоходе Ямщик в село Исит Хангаласского улуса. Но сразу скажу, что в своем канале я буду показывать и рассказывать не только про это село, но и про другие места, села, районы Якутии. А пока немного покажу прогулку в выходной день по Исити. Мы вышли с дочкой и ее подругой Юлей гулять. Прекрасная погода, красивая природа, свежий воздух. Что еще нужно для счастья? Село Исит – это самое отдаленное село от центра улуса. Село возникло в 40-е годы XVIII века. В 1743 году якутский служилый человек Захар Баишев по поручению воеводской канцелярии проложил тракт от Витима до Якутска по берегам Лены. В числе учрежденных им 28 станций была и Иситская, на пути от Якутска по счету 11-я. Первыми русскими переселенцами в Исите были 3 брата Павловых со своими семьями: Соловьевы, Филипповы, Добрянцевы. Все эти люди, принудительно переселившиеся из разных губерний Центральной России, практически осели на этих местах, и мало кто вернулся на свою родину. Вот почему подавляющее большинство русского населения на Средней Лене и являются потомками ссыльных. Русские крестьяне, переселившиеся для ямской службы на Лену, вынесли все тяготы непростой жизни в неведомом для них суровом крае. Их потомки живут в сохранившихся деревнях и селах вдоль Лены. Из года в год строится и хорошеет Исит, село на высоком берегу Лены-матушки. В нем проживает около 300 человек. В школе в этом учебном году обучаются 40 детей. В селе занимаются картофелеводством, скотоводством. При въезде в село стоит вот такая красивая стелла с колокольчиком. Особенно красиво смотрится в вечернее время. Этот дорожный знак был установлен совсем недавно, в октябре 2019 года. А вот этот дорожный знак, посвященный 265-летию почтового тракта в виде дуги, был установлен в ноябре 2007 года. Помахай, доча! Помахай! Мама – самый родной и святой человек. От матери зависит благополучие семьи, будущее детей, будущее всей страны. Здесь очень чтят матерей-героинь. В селе в разные годы жили матери-героини, которые достойно воспитали своих детей. В знак преклонения в октябре 2018 года был сооружен сквер матери. На лицевой стороне памятника женщина с детьми, а на другой – фамилии и имена матерей-героинь села.
Какое же детство без детской площадки? Детская площадка была собрана осенью 2018 года. Теперь это излюбленное место местной детворы. Покачаться на качелях, прокатиться с горки, поиграть в песочнице или просто порезвиться. А где корова? Вот они. В 2014 году было введено многофункциональное здание, в котором размещены администрация Наслега, медпункт, почта. В 2016 году построено благоустроенное общежитие для специалистов. А вот это синее здание – это общежитие для учителей, в котором мы живем. Построено в 2010 году. Рядом стоит часовня. Часовня была построена при финансовой поддержке земляков Соловьева Петра Павловича и Федорова Владимира Юрьевича в 2008 году. В селе многим жителям подключили отопление, провели интернет и телевидение. В нашем общежитии подключили только в одной квартире. Для полного счастья нам не хватает интернета, но очень надеемся, что в скором времени и нам подключат интернет, ведь в деятельности учителя он очень необходим по работе, да и детям нужен. А пока радуемся хорошей погоде и прекрасной природе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!